Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Стартовал фестиваль «Зима начинается с Якутии». Что якутянам ожидать в этом году? Нам расскажет министр предпринимательства, торговли и туризма региона Ирина Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие мероприятия фестиваля стали уже неизменными, традиционными, а какие претерпели изменения и что появилось нового? Ну, конечно, традиционные мероприятия, такие как праздник Строганины, гастрофестиваль «Вкус Якутии», уже ставшее традиционным Arctic Fashion Show, они остаются в программе. Мы их немножко переосмыслили. Каждый год мы стараемся добавить и в действующие традиционные мероприятия что-то новое. Например, в гастрофестивале «Вкус Якутии» у нас в этом году активно участвуют студенты профильных СУЗов, которые интегрированы в команды шеф-поваров и на себе прочувствовали, как можно по-новому интерпретировать традиционные национальные блюда. Ну и, конечно, такие зрелищные мероприятия, которые мы за последние 3 года ввели в программу фестиваля, которые получили очень хороший фидбэк, в том числе от туристов. Это, например, заплыв моржей. Они тоже будут включены в программу мероприятий. И, естественно, одним из самых ярких событий будет зажжение елки, которое в том числе будет транслироваться на НВК «Саха». Формат фестиваля позволяет воплотить все задуманное или приходится подстраивать что-то под онлайн? Конечно, у нас гибридный формат. Ввиду неутихающей пандемии мы ряд мероприятий проводим в онлайн, но в этом тоже есть свои плюсы, потому что с любой точки Земли можно подключиться и посмотреть в соцсетях, например, как проходит то или иное мероприятие, поучаствовать в том числе в конкурсах, и в том числе Arctic Fashion Show мы будем транслировать также и в соцсетях, и на телевидении. 2 декабря в 6 часов вечера все смогут окунуться в прекрасный мир якутской моды и посмотреть Arctic Fashion Show в комфортной для себя домашней обстановке. Фестиваль «Вкус Якутии», вы уже сказали, что стартовал. Как можно посмотреть на этот фестиваль? Ну, во-первых, можно зайти на сайт «Вкус Якутии» или на сайт Минпреда, выбрать ту дату, тот ресторан, в который вы хотели бы сходить, и попробовать особенный сет. В этом году у нас больше ресторанов участвует. В прошлом году это было 7 ресторанов, в этом году это 11 ресторанов. В том числе у нас появились новички. Например, Ортодайду, Хангаласский район в этом году участвует. Парк Ирдел тоже со своим сетом вышли в программу. Ну и традиционно у нас участвует усадьба Атласовых, Китчен и многие другие. Хочется узнать, наше Министерство предпринимательства следит ли за аудиторией, которые смотрят на сайте, есть ли иностранные зрители? Конечно, есть, и не только онлайн, несмотря на то, что у нас существенные ограничения, к нам прилетели иностранные гости, в том числе, например, мексиканский актер у нас участвует в мероприятиях, в том числе он присутствовал на открытии гастрофестиваля «Вкус Якутии». У нас работает очень много тревел-блогеров, журналистов из России, география очень широкая, это разные регионы нашей страны. Ну и, конечно, представители туриндустрии. В этом году по моему личному приглашению прибудет Анекс Тур, крупнейший туроператор Российской Федерации, который будет рассматривать территорию нашей республики с перспективной точки зрения, в том числе для чартерных поездок. Ну и какими блюдами будем почивать гостей? У нас особенное меню – это интерпретация, как я уже сказала, традиционной кухни. Ну, например, в усадьбе Атласовых на открытии нам удалось попробовать конину, которая томилась 13 часов в национальной посуде. Компания «Камелек» выпустила серию традиционной посуды, исполненной непосредственно с точки зрения историко-культурных традиций народа Саха. И именно в этой традиционной посуде была исполнена эта конина совершенно потрясающая. Мы привыкли к жеребятине, но это блюдо, конечно, покорило нас. Ну и, конечно, индигирка в разных прочтениях, например, нам ее подавали в луковице, это тоже очень необычно, или, например, чир фламбе, то есть чир, который в соляном коконе поджигался шеф-поваром на наших глазах и финально исполнялся в таком потрясающем виде. Поэтому обязательно нужно попробовать. Кстати, об участии предпринимателей.
Расскажите, как активно предприниматели в этом году участвуют в Ну, фестивале? во-первых, предприниматели у нас активно участвуют в подготовительной части, то есть у нас мы активно вовлекаем в этот процесс бизнес, поэтому деловая часть, например, она исполнена практически полностью бизнес-сообществом, деловая часть мероприятия, имею в виду. Конечно, «Вкус Якутии» невозможно без участия бизнеса. Arctic Fashion Show — это целиком и полностью коллаборация наших дизайнеров, которые непосредственно создают свои образы, в том числе и ювелирные украшения в этом году у нас участвуют. Практически во всех мероприятиях у нас задействован бизнес. Ну, естественно, главным событием, пожалуй, наверное, главным событием, можно сказать, будет зажжение елки. Расскажите подробнее, как зрители могут это увидеть. Вы можете увидеть это и онлайн, и на телевидении, на НВК «Саха». 1 декабря традиционно будет зажигаться елка как в столице нашей республики, так и во всей республике в целом. У нас уже новая традиция. Это же будет первая елка в России зажжена. Да, это будет первая елка, новогодняя елка в нашей стране. И непосредственно с нашего региона стартует зима по всей России. Мы вдохновляем другие регионы для того, чтобы они почувствовали энергию зимы и приняли Новый год в своих регионах. Такой вопрос. То, что сейчас легкое потепление мы наблюдаем у нас в городе, как это сказывается на фестивале? Хорошо это или плохо? Ну, я думаю, что моржам будет плыть гораздо легче, конечно, потому что будет тепло, и нам будет наблюдать гораздо комфортнее за заплывом. В остальном, ну, можно погулять по нашим паркам. Например, в этом году у нас традиционные скульптуры исполнены не только на площади Орджоникидзе, но и в парке Ордел, в усадьбе Атласовых. В усадьбе Атласовых вообще совершенно сказочная обстановка по мотивам новой нашей якутской героини, девочки Кандыкан. Там совершенно замечательные скульптуры созданы. Можно приехать, погулять всей семьей. Тем более такая погода, она сама к этому располагает. Вернемся к зажжению елки. Наши зрители интересуются, будет ли Дед Мороз в этом году у нас? Дед Мороз у нас отправил поздравления, так как в условиях пандемии, конечно, мы должны беречь нашего дедушку, чтобы он смог всем подарить подарки на Новый год, поэтому он отправил свое поздравление, его тоже покажут в эфире, как и поздравление Чингисхана и главы нашей республики, который, собственно говоря, и инициировал в свое время, будучи мэром, фестиваль «Зима начинается с Якутии». Ну, в целом фестиваль способствует развитию туризма. Реализуется ли эта цель? Конечно, это мы видим сейчас, когда при такой тяжелой эпидемиологической обстановке к нам все равно приезжают гости, и совершенно невероятный фидбэк есть в соцсетях, когда на любой мой пост, который несет в себе мероприятие «Зимы начинается с Якутии», колоссальные отзывы от всех, кто ранее посещал, с безумным желанием приехать к нам и окунуться в мир фестиваля. Все делятся своими воспоминаниями и по-хорошему завидуют всем, кто сейчас находится в Якутии и имеет возможность участвовать в мероприятиях фестиваля. Уже есть большой опыт проведения фестиваля. Какие планы на будущее? Что-то новое хотите придумать, предложить, что вот хочется услышать об этом? Благодаря нашему опыту по организации фестиваля нам удалось получить поддержку инициативы Республики Саха-Якутия, инициативы Минпреда, в частности, по проведению гастрофестиваля в Москве. И в этом году, 10-11 декабря, гастрофестиваль северной кухни пройдет в рамках председательства России в Арктическом совете, и примут участие все регионы арктические нашей страны и в том числе регионы Арктики мира. Это будет масштабное событие, и мне безумно приятно, что команда нашей республики активно принимает участие в организации при поддержке Минвостокразвития Российской Федерации и с большой поддержкой организационной Росконгресса. Действительно, очень хорошая идея. Мы это событие обязательно осветим. Ирина Сергеевна, спасибо, что нашли время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Благодарю вас.
А я напомню, о фестивале «Зима начинается с Якутии» нам рассказала министр предпринимательства, торговли и туризма региона Ирина Высоких. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.